Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет осыпочка на такую тему. Чем вам помогут и что от вас отведут высшие силы. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Смотрите, левая сторона — это то, что отведут, а правая — то, что дадут. Мои хорошие, отсыпка у нас общая. Не забывайте, пожалуйста, про это. Чужого не берите, но и свою, пожалуйста, не упускайте. Так, мои хорошие, ну давайте начнем с того, что высшие силы дадут, в чем помогут. Смотрите, первый фрагмент — это вы, и вы на коне шашкой наголо. Это победа. Вам высшие силы помогут победить. Понятно, что вы все разные, понятно, что у каждого своя ситуация, у каждого своя борьба, свой бой, свой поединок, но вам высшие силы помогут победить. Победа. Вам нужна эта помощь, без нее очень сложно, потому что вокруг вас очень нехорошие люди, которые всячески вам мешают, всячески создают вам сопротивление. Да и в принципе, знаете, как вас даже в чем-то ограничивают. Но при помощи высших сил будет по-вашему, либо победа будет ваша. Вы будете об этом ликовать на весь мир. Очень славный момент. Чуть ниже. Здесь желание где-то побывать. Побывать, что-то повидать, как поездку осуществить, путешествие, может быть, просто хотя бы на отдых, вернее, поехать. Лодочка, вот она есть. Лодочка есть, вы точно поедете, у вас точно получится. И здесь еще попутный ветер. Паруса нет, но попутный ветер показали. То есть очень благополучненько. Тьфу-тьфу-тьфу, вы съездите, либо отдохнете, либо где-то побываете. Так, еще мне показывают человека, с которым вы не можете договориться. Либо человека, с которым у вас вечно какие-то проблемы, ссоры, может быть. И как-то не очень позитивненько между вами все складывается. Возможно, это ваш партнер, возможно, это ваш начальник, возможно, это ваш родственник, либо сосед, соседка. Да? Важно наладить отношения, но вы как достучаться не можете. Вы вроде начинаете говорить, а потом все равно рано или поздно к ссоре приходите. Высшие силы вразумят этого человека, дадут разум, да, либо прочистят мозги, для того, чтобы наконец-таки успокоился, либо успокоилась и смог вас услышать. Мало того, что услышать, да еще и принять. Принять вашу точку зрения, согласиться с вашей точкой зрения, делать по-вашему, делать так, как вам хорошо. Вы этого человека совсем скоро не узнаете. Даже взгляд другой станет. Более такой, знаете, открытый, что ли. Агрессия пройдет, либо вот эта взбалмошность, упертость. Высшие силы тут знатно поработают над человеком, поменяется, как заново на свет народиться, да, с чистой душой, с чистыми помыслами. И с добрыми словами в вашу сторону. Да, то, чего вы хотите, вы это получите. Я вижу, что вы и договоритесь, все будет замечательно. Так, еще я вижу какой-то негатив, с которым вы в жизни столкнулись. Очень похоже на магию, воздействие, влияние, внушение. В общем, нехорошие тут дела показаны. Возможно, конкретно на вас что-то делалось. Может быть, что-то делалось на вашу семью. Может быть, на любимого человека что-то делалось. Но высшие силы вам помогут избавиться от этого негатива. Вам дадут и знания, и инструмент, и силы для того, чтобы это зло, этот негатив прогнать.
отогнать, снять, убрать, ликвидировать. Понятно, что каждый по-своему страдает от негатива, но вот вижу, что вы все получите. В руки получите, и этим всем воспользуетесь. Негатива не будет. Не будет. Просто не будет. Вы его весь ликвидируете, снимете. Так, еще я вижу вас. В одной руке рыба, в другой руке подкова. Найдете вы себя, найдете вы такой, как способ, метод, как очень удачненько зарабатывать денежку. Единственное, что здесь речь не идет там о миллионах, о миллиардах. Здесь речь идет о суммах, которых вполне достаточно для нормальной, комфортной жизни. Плюс рыба в левой руке, а подкова в правой руке. То есть найти себя, удачно устроиться на работу. Либо даже вплоть до того, что, может быть, как-то переучиться очень удачно, чтобы быть абсолютно востребованным специалистом. И будете так потихонечку эту рыбку добывать. Ну, неплохо, очень даже неплохо. Так, чуть выше. Ну, ребеночка кто-то хочет. Ребеночка, либо вы родить хотите, либо вы внуков хотите. Ну, опять же, вы все у меня разные. Высшие силы говорят, будет. И ребеночек будет, и внуки будут, все у вас будет. Только всему свой срок. Всему свой срок. Понимаете, может быть, условия еще не те. Может быть, у вас еще какая-то задача более первоочередная идет. Да? Ребеночек у вас появится ровно тот срок, когда вы будете абсолютно готовы. Либо в вашей жизни вот условия будут абсолютно вот подходящие, да? Под детей, под внуков. Но будет, здесь четко показано, что будет. Так, еще высшие силы помогут добиться какой-то правды, справедливости. Но здесь, скорее всего, про закон, про суды, про, может быть, даже отстаивание своих прав. Может быть, столкнулись вы уже с судебной системой, либо с какой-то большой несправедливостью в своей жизни. Но вот вижу, что у вас получится добиться правды. Здесь высшие силы отправят к вам в помощь двух людей. Именно два человека, которые будут вам всячески помогать и бороться рядом с вами, за вас бороться, за вашу правду, за справедливость для вас. Возможно, это разные люди в разное время, возможно, два человека в одно и то же время, да, будут вам помогать. И так может отыграться. И еще, для тех, кто хочет полностью поменять свою жизнь и судьбу. Для тех, кто, обычно люди меняют свою жизнь и судьбу, куда-то уезжая, переезжая. Да, оно, в принципе, так и складывается. Когда вы уезжаете, переезжаете, вы все меняете. Меняется все, энергетика, пространство, возможности другие приходят, все меняется. Вот вижу, что есть люди, которые хотят поменять судьбу. Может быть, вы уезжать не хотите, но судьбу поменять точно вы хотите. Здесь вам четко показывают, что такая возможность вам будет предоставлена. Кто не испугается, кто действительно этого хочет, у вас получится. В прямом смысле слова получится. Высшие силы вам во всем помогут. Помогут, например, и уехать, и другой жизнью зажить. Да, это все идет. Только единственное, что не ждите, что это будет как по мановению волшебной палочки. Над этим придется постараться и поработать. То есть вы вкладываетесь, высшие силы помогают, приумножают ваши усилия, и вы получаете. Легко не будет. Либо по первой будет как-то сложновато, но потом все наладится. Потому что перелом в судьбе – это, извините, очень сложное мероприятие во всех смыслах этого слова. И в физическом, и в кармическом, и в духовном, и в эфирном. Поэтому просто не будет. Вы не думайте, что вас наказывают, либо усложняют. Наоборот, вам помогают, и да, действительно, вы жизнь свою поменяете. Так, что от вас отведут высшие силы? Здесь показано дерево, вот оно. И дерево такое, знаете, ущербное, странное, поломанное. И еще выщерблена в нем большая есть. Я так понимаю, что вы пережили какой-то развод, расход, расставание. Кстати, очень болезненный. Очень болезненный. Это не для всех отыграться, вот для кого-то конкретного. Вроде как и любили, а потом раз и все рухнуло. Либо дело шло к свадьбе, а потом раз и не случилось.
Здесь высшие силы от вас отвели человека, который вам категорически не подходил. Ну, соответственно, вы ему не подходили, либо ей не подходили, если вы, мужчина, меня смотрите. Дерево ваше семейное, оно, как я сказала, да, оно неправильной формы, оно поломанное, у него выщерблено есть. То есть, понимаете, там бы либо дети родились нездоровые, но либо вы бы друг друга, вернее, ну ладно, не буду про это говорить, да, что-нибудь с друг другом плохое бы сделали. Так иногда бывает, что люди друг другу не подходят, либо, вот сами понимаете, там генетика, все эти дела. Ну вот как не допустили. Не допустили, чтобы вы мучились и страдали. Потому что в этих бы отношениях вы точно и мучились бы, и страдали, проклинали бы все на свете. А поскольку человек очень хороший, и высшие силы вас очень любят и ценят, не допустили страшного для вас. Просто не допустили. И еще у кого-то, возможно, отыгралась бы ситуация, ну, допустим, у человека тяжелая карма. Вы за него замуж выходите, ну, либо в жены берете. Вы соединяетесь с этим человеком и на себя часть вот этого негатива перетягиваете. Соответственно, у вас рождаются дети уже под этим негативом. Ну и жизнь превращается в адские муки. Высшие силы этого не допустили. Может быть, вы на судьбу обижены, но поверьте, все, что с вами в прошлом случилось, это к лучшему. Но это дерево, оно было не жизнеспособно, понимаете? И росло не так, и поломано изначально было. Нет, там бы ничего хорошего не случилось. И девушки, женщины, у кого была ситуация, что увела соперница мужчину от вас, ну вот соблазнила, увела. Смотрите, мне показывают, что она, уведя этого мужчину, высшие силы это позволили увести. Уведя этого мужчину, она от вас беду отвела. Смотрите, вы все разные, да? Вы все, в принципе, люди разные. Вот этот мужчина, он бы мог что-то плохое с вами сделать, вот если бы он рядом с вами остался. Вот какое-то бы помутнение на него нашло, и он бы что-то плохое вам сделал, либо с вами сделал, либо с детьми бы сделал. И высшие силы просто это отвели, позволив другой женщине его у вас увести. Неважно как. Уговорами, соблазном, там, не знаю, приворотом. Неважно. Важно, что вас спасли. Вас спасли. Вы сейчас будете возражать и говорить, ну, кто может дать гарантию, а вот если бы, кто докажет. А я вам так скажу, такое лучше не испытывать. Да, такое лучше не видеть. Отвели, слава Богу. Отвели. А то, что могло бы случиться, ну, поверьте, вам бы это совсем не понравилось. Совсем. Здесь бы и вам было плохо, детям бы было плохо, если они у вас есть. И этот бы мужчина тоже свою жизнь загубил. Сразу куча несчастных людей. А высшие силы это все, ну, таким образом решили разрулить. Видно, может быть, какой-то момент нашло бы на него что, либо там под горячую руку, или еще что пострашнее. Ну, в общем, ладно, пусть будет. И главное, никого не вините, никого не вините. И знайте, что вас от беды спасли. Так, еще глаза какие-то идут. На что-то вам глаза закрыли, кстати, а на что-то открыли. Либо плохому человеку на вас глаза закрыли, а вот хорошему, наоборот, открыли. Это как закон сохранения энергии, да? Где-то убыло, где-то прибыло. Может быть, какой-то человек на вас глаз положил. Может быть, какой-то человек хотел вас, не знаю, там, обмануть, использовать. Может быть, даже какое-то преступление против вас совершить. А высшие силы ему глаза на вас закрыли. Вы для него как невидимкой стали. Либо резко в один момент потерял к вам интерес. То понимаю, что человек просто взял и исчез из вашей жизни. Вот в один момент там общались, договаривались, что-то строили, какие-то планы. Потом раз и человека не стало. Да? Нигде нету, пропал, пропало. Отвели, просто отвели. Так, чуть выше. Чуть выше у вас идет ситуация, где вас куда-то не пустили. Вы куда-то очень сильно хотели, либо что-то было для вас очень важным, да, куда-то нужно было сходить, чего-то там добиться, получить, и вас туда не пустили. А может быть, даже поехать.
там, на отдых на тот же, да, либо какое-то путешествие поехать. Вас туда просто не пустили. Но там разные причины могли быть, да, там опоздание, может там документы, да, с документами что-то не так, заболели, да, либо кто-то заболел. Ну, в общем, не пустили. Не пустили, как тоже беду предотвратили. Беду. Если бы вы поехали, то дело бы очень плохо закончилось, но не пустили. Не пустили. Причем как-то жестко не пустили, если честно. Может быть, вы такой человек, да, привыкли бороться с трудностями, и высшие силы прям так сильно ограничили. Сильно. Тоже было как-то неприятно. Ну, что есть. Что есть. Вы просто очень упрямый человек. Трудностей не боитесь. И вот высшие силы немножечко даже, наверное, палку перегнули. Но не пустили, и слава Богу. Зато с вами сейчас все хорошо. Так, еще что отвели от вас высшие силы? Какой-то соблазн отвели очень серьезный. Соблазниться на что-то, соблазниться кем-то. Отвели высшие силы. Отвели. Здесь, ну, как закрыли, вас закрыли, либо от вас что-то закрыли, либо из-за чего-то заставили вас передумать. Опять же, вы у меня все разные. Но соблазн не прошел. Просто не прошел. Так, еще какое-то прошлое от вас отводят. Вернее, тайны из вашего прошлого от вас отводят. Что-то в вашем прошлом такое случилось, о чем вы не знаете. Но вот вижу, что высшие силы не позволяют вам сейчас об этом узнать. Вы, возможно, хотите, разыскиваете информацию, там, людей каких-то разыскиваете, но высшие силы пока не позволяют. Но вы не готовы, понимаете, не готовы. Если вы сейчас узнаете, может быть, не так поймете, либо сердце болеть начнет, может быть, даже на нервной почве что-то с вами произойдет. Вот здесь пока от вас все скрывают, закрывают. А правда, она у вас прям перед ногами лежит. Ну вот если честно, да, она перед вами прям находится. А вы то ли понять не можете, то ли увидеть не можете. Вот скрывают пока. Видите, как высшие силы, они мудры. Так, еще что отведут? Какая-то травма. Травма, причем очень серьезная. То ли вас уволили, то ли сократили. Но вот с работой что-то связано. С работой. И вам так обидно было, что вас уволили, либо как-то несправедливо сократили. А на самом деле это высшие силы вас отвели от какой-то серьезной травмы. От какой-то инвалидности, не знаю, что-то прям совсем плохое могло случиться. И вас отвели. Отвели, да. Так, еще не позволяют какому-то человеку с вами выйти на связь. Человек вас ищет, разыскивает, не знаю, смсит постоянно, прозванивает, какие-то номера, наверное, у него есть, а на вас выйти не может. Высшие силы не позволяют. Высшие силы не позволяют. Знаете, почему не позволяют? Потому что этот человек не все про вас понял, либо неправильно к вам относится, либо человек, в принципе, не готов, может быть, я не знаю, к каким-то серьезным отношениям. И вот пока этот человек сырой в плане готовности, высшие силы не позволяют. А человек прям ищет, разыскивает, прям очень-очень в вас нуждается. Ну, немножко помаринуют его высшие силы, а потом, я вижу, пропустят. Пропустят таки к вам. Ну и хорошо, да, дождитесь этого времени. И еще один очень важный момент. Здесь в венце показано, что высшие силы дают вам очень много свободы. Свободы в мечтах, в желаниях, в каких-то стремлениях. Не бойтесь мечтать, не бойтесь просить. Почаще обращайтесь к высшим силам и поверьте, вас всегда и слышат, и видят, и вам всегда готовы помочь и дать. Если это, конечно, не противоречит вашей безопасности и вашему будущему, либо не является угрозой вашей безопасности и вашего будущего. Имейте это в виду. Куда надо, вас точно не пустят. Ну, а то, что попросите, вам дадут. Дадут. Просите хорошее, просите для себя, просите для своего будущего. Вам все будут давать. Не думайте о плохом, думайте о хорошем. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.